Євген Ущукевич, батько В'ячеслава. Народився я на кучу старого Нового года. Это в 23-м году выходит по дому стилю 13 студня. Это вёска Ходосы. Это за польских часов, это была гмина Любчанская, воеводство Новогрудское. Держава Речь Посполитая. Башки мои были селяне. Батька, ну, як вам сказать, он 1890 года народжения. А матка была старейшая на пару год с соседней вёски Веровского. Поженились они сразу после войны, как приехали с беженства, потому что наша вёска была подчас Первой Сусветной войны спалена полностью. И на коли дороги была, и коли отступали русские войски, и последним отступали казачьи части, то мой дедушка, значит, он успел еще на воз положить, запрог воз, постель, кубелец, там сало, все. И уже казак подносил под каждый куль соломы и под страху, разумеете, хаты, и это, и вся вёска горела. И коли вернулись в 20-м году, то только там пыль один был, ни одной хатки не было, ничего. И вот они так начинали жить все. И тут это 20-й год, а я в 23-м так. Ну, жили в вёсце Веровского соседа. Я маю на увазі в землянке, или они побудовали? Не, под соседях жили. Пока хату, понимаете, там сбудовали в вёсце Веровского, это за 3 километра. Дедушка, который вернулся, то он уже на хозяйство не поехал, и он сам был младший медицинский работник в царской час. Это уже довольно такая фигура, понятно, и он не захотел ехать. И он был царь и бог воинский начальник, у Любчи возглавлял все это. И там заразился этим Боткиной, а тогда и не было ничего. И он довольно в 64 года помер. Но на той час, в период русско-японской войны, он был на корейце. Кореец знаменитый такой был. А как вы так добро ведаете историю? Ну, он же рассказывал, батьку, понимаете. А деда этого, я не помню, он помер в 21-м году. А другой дед по матери Левон, ну, уже помер. Я добро памятаю. Откуда пошла эта ваша белорусщина? Ага. Откуда пошла эта ваша белорусщина? Ну, вы знаете, белорусщина, вот в Заходней Беларуси люди не были парализованы этой системой. Люди имели свою властность. А властность – это все. Он был незалежный. А рух национальный был у Беларуси. Так, знаете, и газеты были, и люди, которые более эдукованные, так, а люди, которые, не, значит, мало эдукацию, вельми цікавились, просили рассказать, як что, понимаете. Ну и отчувалось, вот, допустим, я ходил в польскую школу 7 год. Все было на польской мове. А это отчувалось, мы же живем белорусами. И вот это, знаете, чему не белорусское? Это дух. Всюду
панаваў у нас? Чаму тады Советскую Беларусь бегли з Заходняй Беларусі? А вот, так мой бацька, знаете, ён жыў не кепска, ён серадняк, і ён нават быў солтысам пры польскай владзе. Там этого дэмакратычна абіралі на 2 вёскі. 6 вёсак з Хадасоў і 6 вёсак з Воўкаразі. Понимаете, наш Хадасоў по 6 радны. И, значит, это были общее, ну, огульно такое собрание вёсковое 2 вёсок. И выбирали этих радных. По 6 радных, а потом радные поміж собой выбирали солтыса. И вот бацька был солтыс. Так он часто был в гмине, и какие новости, так там, знаете, все-таки приносил до хаты. И у нас было радио на слухавке, знаете, на слухавке. Вот только у одного батьки в вёске, так, у нашей семьи, мы слухали. Мы понятия не имели, это з Варшавы, что там слухать. Минск, там рай. И до батьки приходила молодежь, значит, вёсковая. И вот пачками и шли у тыя годы. И нават, значит, один раз по фамилии Усюкевич, это родственник, племянник моего батьки, тоже собрался, и, значит, их человек это. И они шли, и, значит, шли во Всходнем Беларуси шукать нового життя, добробыту. У період окупації у нас працювали, знаете, не глядячи на все, а вот початковые школы, все, и все было на белорусской мове. А поскольку все-таки отчувался этот национальный голод, поляки были, а советы пришли в 1939 году. Правда, белорусские школы были не так, как теперь, при первых советах. Все-таки были белорусские школы. Ну, а когда возникла война, тут, знаете, на нашей территории то хутенько все это прошло. У нас боев таких не было, потому что армия тут хаотично отступала. Все это, знаете. Ну, так вот, у Новогрудка организовались 6-месячные курсы. А у советский период, первый, в 1939 году, я бегал с Ходосова, Шулюбча в 6 класс, и потом еще мы. Я в Польше 7 прошел, но нас откинули назад, потому что программы, значит, уравнивали что-то по своей, ну, складу программы все-таки были вроде высшие в советской школе. Ну, так я уже имел 7 класс советской школы, ну, что уже чуть не профессор. Ну, и вот это, организовались 6-месячные, 6-недельные, правда, сначала 6-недельные курсы наставников 1-4 класса, таких наставников. И эта молодь в основном подготовлялась для работы в Лидскую округу, там, где католическое насельництво, где было ополячивание. Так вот, это, значит, вот эта молодь наша, а дружно все посыпали на это 6-недельные курсы. Однако я не пошел на эти 6-недельные, после 6-недельных курсов учиться. Брат мой родной, значит, пошел, а я не пошел, потому что, значит, тут стало, значит, уже организоваться 6-месячные курсы. Так что ж я 6-недельных? Давай на 6-месячные пойду. Ну вот пока это 6-месячные курсы, ну вот эти курсы кончалось, и уже треба было мне идти наставничать.
А тут, значит, организация швадрона. И сам Рагуля, и он был выкладчиком у нас на 6-месячных курсах, немецкую мову вел. Все. Но поскольку свои наставники организовали, значит, уже это, швадрон, уже разговор пошел, так думаю, что ж я пойду, и я же буду до генерала дослужусь, может. А я же... То есть швадрон был таким официальным формованием? Да. То есть это не была такая самодеятельность? Ну, як вам сказать, это с дозволу немецких улад. Вот так я и попал в швадрон. Ну, а швадрон, значит, что? Это уже нам под офицерские чины уже присваивали это. Готовили нас, что обещали белорусский войсковый корпус будет организоваться. И это уже мы кандидатами и шли в будущий, значит, национальный белорусский корпус. А може пам'ятаєте, у якому годі організувався? 43-м чи 43-й. 43-й? 43-й БК организовалось. А от ваш Трошки раніше, я вже забыл. докладно не пам'ятаєте? Не помню я, не помню. Ну, что до 43-го, до организации этого самого БКА, швадрон уже основал, понимаете. Потом коней нажили, значит, уже и назвали его эскадроном, потому что, ну, вот такое. Но это было все в период организации, знаете. Тут больше не столько это боевая некая одинка, сколько, знаете, это политичное больше формирование было свое, белорусское. Я не думал это. Я же не бачив немецких лагерей. Я и советских, но не бачу, что. А вот эта думка, это наша, белорусская, это захопляло нас, понимаете? И мы, не глядячи на эту разруху военную, и все-таки это была погроза для батьков, все, а мы шли, что там наше. Ну, что это вылилось уже, вы знаете, все. Ну, а потом, знаете, в 44-м году уже не только швадрон, а батальон, который размещался в военном городку Новогрудском, БК. И уже не швадрон, а целый батальон нам загадывают удельничать у этой самой партизанской блокаде Клядокшиц. Ну, памятую, что где-то недалеко от Докшиц, вот знаете, у «Народной воли» Илья Копыл, много, это, сколько там газет, мусі 18, что номеров, про это Небышин. И якраз мы в этом Небышине были, на этой речке, речка Пони. Речка была, значит, мы на одной стороне речки, а там где-то партизаны были. Но уже, значит, гремела канонада, советские войска. Но когда мы ехали до этого, там километр, может, 15 пришлось ехать до этой Небышина, уже занять позицию. Но там никаких партизанов мы не бачили. Я помню только с той стороны, с реки Пони, такой брод был, и вот такая высокая женщина, значит,
хустка такая на голове. Ну, я бачу, что стройно так это на женщину. А на коне ехал, я там еще сябр один. Раз, и на под козырок, значит, я засмеялся. Я говорю, слухай, хай иди тут, ничего, хай. Не будем мы ее, знаете, шапать, понимаете. Ну что-то. И мы бачили эти вёски спаленные. Это жуткое дело. Так чему ж не дали немцы нам организоваться в начале, когда это? И ну все хотели закопить. Ну, подавились. Да и этим могли мы, понимаете, служить там это Гитлеру верно. Ну, партизанская, ни одна семья от нашей руки не повинна. Такого, значит, что-то немцы, значит, там. Немцы з-за угла застрелили, они везли. Ну, коли б у нас сутичка была, так это могла бы сутичка. Али что? А были сутычки в Волгограде? Ну, и была малая, Коля Карелич там, понимаете, Коля Карелич там, ну, вот, осталось ему в партизанах человек 13, я не знаю. Ваши. Да. І як вони остались, ті вони від страху, ті вони мали совість з партизанами, хто їх знає, я не знаю. З ними ні з ким не зустрічався. Кажется, є ще, мусить, і не у Слоніме жив, як же фамілія його, Андрей Вентович, він помер, а это... Може, ще й не жив. І він, кажется, так само в этой 13 чоловіках, і він трапив в полон партизанський. Да. Ну, але не знаю, чи він відбивав кару, чи ні. Ну, так, на этой ніяких сутичок не було на поні. Вот. У лесу тако нашли хлопчика, ну, такий зголодавший, обессилевший. Ну, йому, може, годов 12 було, може, вот так. Подняли його Рагуля, значить, до себе прибрав із собою. Ну, и вы же поехали. А я поехал, да. Вот с этого самого пони реки, с Небышина, уже немецкие, советские войски уже наступали, и уже близко это раскаты орудийные свободно прослухивались. И тут, значит, мы Новогрудок, а немцы отступают, казаки активно в Ласовские части отступают, все, колонны идут, понимаете? А мы идем в Новогрудок. Ну, я конным отделом, там был лейтенант такой Дручко, Рагуля на машине был, поехал своей Людой. А мы уже конно ехали, понимаете, в напрямку Гродно, а потом уже с Гродно в Сходню Пруссию. А там же в Пруссии, значит, нас, всех недобойков этих, организовали в 30-ю дивизию. Там были и литовцы, кто там, никто. В 30-ю дивизию. Рагуля где-то был около Дальвица, и я с Рагулей уже не сустрелся. Формировалась эта дивизия. А потом эту дивизию перекинули на заходний участок фронта. Нас перекинули во Францию. Ну, эту дивизию и хотели заткнуть там дырки. Там, значит, я навод не знаю, эти там французские были части, те американцы. Вот. Ну, из этой дивизии получился пшик, потому что никто не хотел
против союзников, американцев, воевать. Потому что уже в тот час части некоторые немецкие уже перешли на сторону американцев. Ну, да какие ж, значит, резон. Вот. И тут же, значит, немцы, это тоже голову поопускали. И один говорит, организуется, кажется, белорусская, это полк белорусский. А тут же это недобитые в этой части вливаются в Власовскую армию. Я не захотел, понимаете. Я говорю немцам, что направьте. Они мне дали, понимаешь, это, где было расположено там в лесе уже там. Это в лесе, в лагере, понимаете, в палатках были наши уже. С Берлина приехали уже там с офицерской школы, была такая в Берлине там. Приехал Островский, Кушель. А потом на завтра, значит, была такая учебка, я с отделением, значит, там компас в руки, и треба было пройти лес, там километров 7, и по заданию трапить это, ну, рисунок показанный, але ориентация по компасу, чтобы ты пришел. Ну, правда, я прошел это, шлях якраз и выскочил якраз, а там стоит Островский. Разослал, это значит, Кушель. Полк, это уже вырос у полка. Ну, зразумело, что кіраўніцтва это наше там, хто, безумовно, что за Німеччину воевать, что там. Нам это не говорили, что подготавливали. Ну, один час, значит, загад рухаться в сторону Рейна там. Ну, по дороге, значит, отделы Власовской ВВС. Генерал-майор Мальцев, такой симпатичный, блондин, хороший, такой приемный человек в Власовской армии. У них были свои самолеты. Договорились с американцами, в каком месте будем проходить. И вот, значит, Власовцы впереди, а наш полк национальный сзади. Все. Спокойно, маршем, без... Ну, зброя там якая была, все. Немцы ніякої уваги на це не звертали, і вони вже опустивши вуди були. Це не було, тому що вже Деніц, можливо, в цей час вже Деніц і перейшов на сторону союзників, здався там американцям. Ну, поместили в некую, ну, цех такой был, это великое здание, мы были в эту ночь, переночевали, потом нас собрали и в болото. Ну, а лишь это, думаю, что это же, мы ж перешли, нас, дескать, интернируют, а тут уже и рисуют некоторые, хоть от этого курчатся от холода и от голода, что там уже некоторые планируют, что у французский легион где-то подступить, кто куда. Какой часу вы там были? В болоте за неделю были, а потом за этого болота нас машинами через всю Немеччину, я помню, захватили Бельгию часть, Голландии, як то ехали, понимаете? Вот, ветряки, это голландские. Это. И потом лежали мы уже в этих палатках. Палатки брезентовые на берегу Шербурга аж до августа месяца. Вот, понимаете? Значит, Пасха
45-го года мы уже, значит, это интернированы, не интернированы, это полонные почти что. Так. Но лишь была надея, что это не отнесутся это. Я не мог змагаться там за Адольфа Гитлера, ці что. А чакали, коли эти две силы, понимаешь, все. Ну что ж, немцы проиграли, а Советы умацовались. И вот, будучи там в этих палатках, мы лежали аж вот, ну, до жнивня месяца, в начале жнивня месяца нас, значит, поднимают маршем четверки и идем в напрамку вокзала в городе Шербург. Приходим, может, километров там 3 прошли. Перрон, глядим, человек 40 советских автоматчиков, красные шапки, околышки и навод собаки. Поход. И вот, значит, погрузили в вагоны, приехали в город, кажется, Франкфурт на Одере, город Галле, потом город Айзенах, в городе меня судили. И нас недолго держали там, понимаете, да, все. И вот однойче приходит в камеру, я остался один, офицер, смершевец, уже с проседью в волосах, ну, такой симпатичный мужчина. И говорит мне, ну, как дела? Я говорю, ну, какие дела? Я говорю, ожидаю, когда уже шлепнете. Ну, и все, вы читаете. 8 лет и 5 поражений. В правах. И нас скоренько после этого... Какой был артикул? 58.1. Это сопротивление советской, не военно обязанного. Я же 1А. Такая хорошая статья. Послухайте, коли, вот меня не зразумела, коли вы написали, что вы отмовляетесь от советского громадянства, какое не имели права вас выдавать? А, Господи, да, американцы, ну что вы понимаете, это глупство. Это ж в Власовской части перешли к американцам. Казаки Краснов, и они ж активно боролись этого. И они очутились в американцах. Их всех выдали, их всех выдали. Нате ваши, нате ваших патриотов. Где там у Ялте, там где было, когда там был это самый... Конференция? Конференция? Да. Ну, и договорились, что отдадут, понимаешь, и все. Разъедали. Им, ну что, як ми перешли току, то вже кушали, я не бачив більше, з нами не було. Магчыма, ён же быў афіцер польскай арміі, чынны капітан ці майора уже было. Магчыма, ён зарэгістраваўся як все. Ну, а мы надеялись, что мы будем, понимаешь, что нечто будет другое, что нас интернировали, дескать. Ну, а с нами отнесли все. Но ведь американцы-то везли нас, провезли. И Голландию, вот, окраину, и Бельгию, Францию, всю. И везли туда.
И вот тут такой ход, понимаете? Ну, что ж, если можно, вот тут, Продали? а? Домой увезли? Продали? Продали. Это что-то инше. Добро, давайте, значит, скончился суд, и вас отправили куда? И меня отправили Так, суд, як я разумею, был в немецком городе. Прямо в немецком, да, Харькове. советская часть войсковая осудила меня. Вот так. Потом, знаете, коли пошло уже потепление в Советском Союзе, ну, после Иосифа Виссарионовича копыты откинул, так уже совсем другие, знаете, была атмосфера. И в лагере уже пошли. Вы расскажите, куда вас спочатку отправили? Меня отправили Після в суда. Волгалах-Гулах. Після суда одразу. Вас же в Минск отправили спочатку? Никуда. Никуда. Вагоны, сразу в вагоны через Германию, Польшу, Белоруссию и Российскую Федерацию, не выгружаясь с вагона в том же яком сели телятнику, так, параша там, это все зарешеченные окна. И прямым сообщением, и на Октябрьске мы уже были на месте назначения. И даже, когда зачитывали это вырок суда, то мне сказали, исправительно-трудовых колоний, не лагерей. А потому что наши некоторые хлопцы, вот, украинцы были из этого, с Бандеровские, там, молодежь, да. Им тоже была исправительная колония. Так они потребовали, у нас колонию отправляют. И их отправили в Рыбинск, облегченный тип, и им давали, значит, специальность, кто на электриках, кто на это. Ну, я як мог обращаться с столяркой, так уже мне легче было там в лагере. Хотя сразу-то я попал на земляные работы пока. А, пробачте, а можно вот вернуться, скажите, а вы казали, что вы с Родьком сидели? С кем? С Всеволодом Родьком? Нет, Нет? не видел его. Весь период войны я его не видел. У Всеволода. Сокол Кутыловский со мной был. И Сокол Кутыловского судили вместе в один день. Ему дали, мне 8, ему 10 год дали. И Соколова завезли. И Сокола почему-то не в Волгалах, это в Рыбинск, город Рыбинск там, на берегу этого Рыбинского моря. Вот там это лагеря были, понимаете. А ваш как лагерь назывался? Не помните, там номер, может быть? Черт его знает, Ну, где-то. ладно. Волгала. Нет, справка у меня была. Ну, умовы, знаете, коли первые мы приехали, так были бараки пустых, много бараков, необжитых. Уже вот молодежь эту с заходу тут уже наперли, понимаете. Вельми было много клопов. Клопов было. Як ляжеш на этих нарах, я на нижних лежал нарах. Але потом ничего, очистили, все это, все зажило, понимаете. А потом эти клопы знищили. Бараками выселяли людей с барака, все замазывали окна, двери, посередине кирпичные такие площадки и серу. И полили серу, и это дым. И вы знаете, это клопы, знищили клопы. Первые годы вельми тяжко было, проходило. Я был, почти доходя, 53 килограмма. И вот я
после этого стал трохи поправляться. И я чую, что вот это дистрофический этот период на меня так подейничал, что мне звено подчас оккупации в памяти як выпало. Я часто хочу вспомнить что-нибудь и не могу. А вот потом же, что до этого было, то я трохи пам'ятаю уже. Ну так, ну які там земляные работы, дамба, вот там все оформляли, там же Рыбинское водохранилище, дамба, такие уже, и оно уже зроблено было, и облизывали там, это откосы, понимаешь, все это было ручное, тачка, все. Ну, а потом, поскольку, значит, меня это, ну, выкрыли, что я столяр, так я уже, значит, мне нашли работу, и уже в лагере я на огульные работы на земле не шел, а внутри были работы там, все это робить. Это был в одном лагере. Канатная дорога невеликий. Ну, стали уже каши давать овсяной больше. Поправился. Вот. Там и жаночие были бараки. А потом нас перекинули в комендантский лагерь. С участка, это километры от того первого, где я был, канатная дорога называлась, Волгалах, Рыбинск, там это почтовый ящик, я не знаю. Письма нам можно было хоть 2 раза на месяц там писать, потому что мой брат был в Казахстане, ему только 1-2, и в их ладке у моей супруги Жени. И она наставница была, я со зброей был, мне 8 год, а ей 25 год. Она более интеллигентной работой занималась. Ну, правда, перед этим нас загнали в такой двор в эту Германии, там бетонные тоже, догола разделись, и все документы при мне было посвідчення наставника за этого 1-4 класса, з 2 курсу семинарии, там было иконка матери, и все это. И они не повинны были рвать это, они повинны были, ну, одели арестантскую одежду, и все, ну, это вагоны. А да, теперь переходим в комендантский участок. Вот, значит, комендантский участок. Там дисциплина, долгосрочников не держали. Менее более, значит, подбирали контингент, тому что-то показательный вроде. И он соправды такие. И рядом больница. Забор и больница. Лечилась чему-то областная. Но там были хорошие лекари в этой больнице. Это заключенные. Это было и шофер. Ну, шофер, это все начальство уважало, и КГБисты там. И она дисциплину держала. Понимаете? Там мне и операцию зробили на аппендицит, меня хватило так, через забор, и там быстро. Я помню, Елена Ивановна мне робила врач, и это самый отросток закутался в сальник, в организм брони. И она вся спотела, и я бачу, и она волнуется. А потом мне на живот легла, да что ж такое, а потом вздохнула и на тарелке мне показывала, вот твоя, понимаешь. А что, вы были под наркозом? Не, ніякого наркозу, нічого. Все говорять со мной, понимаешь, ніякого наркозу, все.
Ну, пару дней только, и все. Неделю только, может, не больше. После этого. И устараю я, понимаете. Зробили мне это на аппендицит операцию. Скажите, ласка, вот там в тех лагерях, где вы сидели, ці были какие згуртования белорусские? Вообще, как белорусы поміж собой? Белорусы, вельми там было много, мало белорусов в нашем, вельми мало. И контакта такого не было, потому что малосрочники белорусам больше давали, больше такие термины, больше великие, отправляли в больше такие, там, где латки нашивали и что. В этом комендантском лагере прислали в 1953 году, в начале 1953-го, 30 человек советских генералов. Сталину в 1948 году 40 генералов в каталажку, в том числе и Жуков был. Только Жукова уже не хватило их тому что-то. Фигура такого заперли туда, на Урал где-то, в дивизию эту. МВД там обставили его, и доживал уже пока, да, пока Йоська не помер, понимаешь. А генералы, знаете, Телегин, генерал-полковник Телегин, вот правая рука Жукова, генерал-полковник Туржанский, генерал-лейтенант, директор исследовательского, Жаров, исследователь в городе Свердловске, генерал-майор Бришковский, памяти нема. генерал-лейтенант Орлов. Танков. Кажется, что памяти у вас нема. Пам'ятаєте навіть не тільки прозвище, а ще їх чини. Ну, чини, так это, я специалист, а не подъемщики. И они в моем распоряжении на площадке в этом. Ворота одни открываются, а другие закрываются. И тут в воротах я в мастерской. Я специалист требую справа, и они могут только мусор подносить, там, поднять и все. Я не генералы, а я специалист. А что? Вы генералами керовали? Да, не керовал. Так. Ну, хорошие хлопцы были, знаете. И среди этих генералов был генерал-полковник Чаплинский, юридичной службы. Ему больше за 70 было. И когда их в бараках поселили, они на койках спали. Дякуючи демократичному начальнику лагпункта, был такий Жарнаков, забайкальский казак, 2 метра высоты, пригожий мужчина. И он с капитана, то есть с майора, взлез до старшего лейтенанта. А чему его не увольняли, я не знаю. Все-таки оставался, вот был в лагерном пункте, он командовал, вот самый Жарнаков. Я прозвище хорошее запомнил, знаете. Ну, так, когда это был в отдельной комнате Чаплинский, то когда он заходил, да, они вставали все, генералы. И генерал-полковник, и генерал-полковник Самохин был, то они вставали все и прислуховывали, что говорил Чаплинский. И Чаплинский их всех, значит, дух подымал, сказал, что этого не будет. Будут перемены обязательно. И вот наступили перемены. Скажите еще трошечку, вот там же не только политичные были в лагере. А были бытовики. Потому что у нас смешано бытовиков было больше, чем по политичным. Як до політичних ставилися? А бытовики, ну, значить, ну, як бытовики, ну, урки всякие, понимаешь, там все. Ну, поскольку они тоже не великие сроки имели, потому что были там и рецидивисты, вот
был один период, помните, когда была отменена смертная казнь. Так, один из бытовиков, понимаете, у нас нарядчика забил просто. Лежал на нарах, а нарадчик пришел, его иди на работу. Не пойду, не трогай. Отвяжись, а то все. Потом схопился, и кинжал его, таки нож, и он 18 ран, я вам понимаешь, пробил просто насквозь, и все. Бытовики. И это недолго было, 25. Потом, а ему все равно 25. Пошло у лагерях безобразие, понимаете, убийство, а потом отменили. Его хутенько отменили, оно недолго існувало, это отмена. Это, як его называют, мораторий, Бог его знает. Так. Вот, ну вот насчет того, что вот бытовики, вот наш был лагерь смешанный, потому что я малосрочник. И бытовики малосрочники. И особо же... Ну, а в отношении белорусов мало было, так что и не было. Была, я помню, Валя так, даже знакомая, рядом с Новогрудка. У нас самодеятельность такая была, значит, в лагере. Ну, Мурзаева, артистка, это певица, Дудко, балетмейстер. Потом два хлопца Вачки, свой оркестр был, понимаете. І на раніці, як розвод, ішов на працю четверками, і вже бойці розбирали, кожен на свой. А у проході оркестр играл славянку, понимаешь. А як ви довідалися, що Сталин помер? Ну, свободно, что. Ой, Господи. Свободно, ну, там вольнонаемные люди проходили, это ж ничего, что лагерь. Выводят на работу сестры, там, понимаешь, это, медсестры, вольнонаемные. Это ж не северные лагеря, понимаешь, там закрыто все. У нас не было латков, где по номеру вызывали. Вы все 8 годов отрымливаете там, вот, Калярыбинска, там? Да, все, только розница в пару километрах с одного лагеря, все. Потом меня хотели перекинуть, там уподобал меня Лялин, такой начальник участка, и надто хотел меня забрать. Он подружил с офицером нашим, то и меня через Волгу завел, да я, а там, знаешь, это, мне не сподобалось, а он так хотел меня оставить. Я говорю, не, а они же боялись, понимаешь, и они того переоформили потом, але моей згоды не было, потому что там у нашем участку девчатки были там, так, знаете, ну, поглядеть тоже, за забор на женщину, тоже приемно, правда. Вроде на курорте был, так. І в якому годі ви визволилися? В 53-м, 25 жнивня, 00. И... Расскажите, вот как отбывалось само вот это вот вызволение, как это, ну, сама процедура просто. З лагера. А ничего, вызвали у спецчасть, их называли спецчасть. Ну и все, женщина, я помню, вот, вашего взроста, может, молодейшая, симпатичная девчина, так говорит мне, слушайте, а у вас там нет объектов таких вот? Я говорю, у нас ничего нет, все. Потому что, если бы это не Иосиф Сталин, я век не бачил бы своих ушей родины. Меня поперли, потому что поражение в правах, меня в Казахстан где-нибудь, все. А так меня пустили, понимаешь. А тут я приехал в Барановичах на станцию, да, еду, они к этому 25-го в Москве там пару дней был. 25-го якого місяця? Ну, это жнивня. Але я приехал додому, ничего, никого я не полил, никого не удал. А вот сосед был наш, понимаете,
партизаны яго далі некую запіску, каб ён занёс. Там сувязь была з міліцыянерамі, і яго загачылі. А тут якраз мы з Рагулі, атрад прыехаў у Любча, і я бачу, мой сосед падмятае. Убачыў мяне, заплакаў, я говорю: дядька Николай, а что такое? Правду сказать, кажу, партизаны вот дали, каб я занес. А меня по дороге вот зловили. Я до Рагулі, я говорю: ну, сусед, який він, понимаешь, давай, заберем його, все. Забрали його, жандарми, понимаешь, але ж вони побаивались нас, наш же отряд, понимаешь. Уже нас трохи побаивались, эти немцы, вот тут местные, которые, и они уже не, потому что все-таки невеликий кулак, але свой, значит, вот. Скажите, в вашей семье еще были репрессованные? Это брат молодший за меня. Як отступали мы, то брат прибег, что робить? Я говорю: оставайтесь дома, сам оставайся дома. Ни в коем случае батьков. А батьки-то у Любчі были, партизаны спалили нас. И они все требовали, чтобы я у партизаны пошел, понимаете. От яким вашим життєвим планам перешкодили репресії? Безумовно, я бы кончал вищу навчальну установу. А яку я кончал бы, я не знаю. Вот такого тяги до навчання, быть наставником у меня не было. А вот войсковцем стать или инженером там, у меня это было. Это не отрималось. Это. Я у этом кончил все-таки індустріально-педагогічний Мінський технікум. Я поступил у его без экзаменов. У меня за 8 класс были одни пятерочки. Так меня еще сверху на Двинской Качалов был такой, понимаете. Нас приняли без экзаменов. Я там был на старостовую группу. А там ведали про ваше лагерное минулое? Мне, значит, перед этим меня однойче вызвал тот подполковник. Я говорю, и он хотел познакомиться, понимаешь, с типом. Ну, я ж у их там фигурирую в списках, наверное, в этом Белом доме. Так. Такие братва наши есть. То и он мне сказал, понимаешь, это после этого про Рагулю нечто. Так вот, этой Войнолович, то есть, Вы про некого КГБиста. Ага, КГБиста. Вы... Так он говорит: а что-то мне никто так ничего не говорил. Я говорю: да вас боялись. Вас же, когда вызывали, вы аж боялись, понимаете, говорить. А вы не боитесь. А о чем мне бояться? Я говорю: вы меня наказали, вы мне и работу будете давать. Я к вам обращусь, если что. Знаете, так и он говорит об вас очень хорошего мнения начальник, где я робил, это значит, ну тут столярный цех, як же его, ну выскочил из головы. Жил мой одногодок, понимаете. Але что он заявил мне? Что сколько вы жить будете в Новогрудку, вас больше не вызовут. И вам надо учиться. Я говорю: а что за ты науки? Я говорю: знаю, я все равно, за мною клеймо висите. Он говорит: ведите себе в любом обществе, ведите себе это. И вам учиться надо. Что вы понимаете? Я говорю: возраст. Да ничего, возраст. Ну, понимаете, это такая беседа была. Ага. И я ему рассказал, понимаете, случай, як и наши шли хлопцы в Советский Союз, города
То есть вёски Ачукевича, и их на границе, понимаете, загачили там. Як той майор взяв, ну, это, може, не треба розказувати. Это... Так я говорю в этом самому, Колоновичу. Я, вы знаете, что майор делал? Он же себе петлю на шею. Это ж майора просто да говорить, как это тянуло наш, понимаешь, это восточно, как магнит. А я говорю, никто из них почти никто не вернулся, все, понимаете, пострадали. Ну, трагичный выпадок, вы знаете, коли вот, коли нас кинули на эту организацию, ты понимаешь, под Нябышину, ну, речка Поні, я говорил, и я бачив эти спаленные вёски, камины торчали. И это меня вразило. Но я не мог решиться пойти в партизаны. Не мог. Ну, отвращение уже, кажется, уже к немцам, это стопроцентное. И все это люди наши, которые были, такое вынесли уражение. Это на всех так это. Что в свой час не дали нам организоваться, понимаете, чтобы этого не было. Не дали, объелись. Я ж не был на севере, в Караганде. Я был чуть не в самой Москве, это 300 километров. Потому что вот был такой выпадок, когда комиссия некая приехала из Москвы, и нас в один день 8 бараков людей. Сколько в бараке человек? 100. 800 человек, понимаешь? 100 человек. Нас догола раздели, помыли, все оставили у белье, выдали одеяло, и на целый месяц без работы каша овсяная, 900 грамм хлеба, и мы ожили. Я первый месяц к 8 килограмм прибавил. За другий месяц врач Щукин, вот по делу Горького, что жил, ну, он сподобался, я мучил, и он подошел до меня. А вы не хотите? Я говорю, какой разговор? Ну, давайте. Я еще 2 недели с половиной, я еще отдыхал. Ой. Понимаете, я жил уже навіть і на жіночу это косил в очи. Я знаю, что я преступник перед советской владой. Меня судили законно. Все, понимаешь? Иосиф Виссарионович. При Гитлере я случайно был, но это мой тоже ураг. За его я не змагався. Ну так это все было, знаете, это ж террор. Ну террор, ну по-перше, Беларуси, что касалось, ну что нас, Беларуси касается, наш же генофонд знищен. Чиновники, то КГБисты, во всем это НКВДисты из России были. И наш национальный, это все у нас же знищено. Самые великие, и сегодня, ну, в Беларуси самый живучий, оказывается. Режим. Вся влада у нас, от президента до колхозного бригадира, все из бывших совков. И неважно, он билет, може хто викинув, може держить, у кого на бельці. Ну, і не всі при владі.